В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Как пандемия коронавируса влияет на алмазную отрасль, почему Алроса не воспользовалась возможностью дивидендных каникул и как после пандемии будут работать добывающие отрасли. Об этом мы сегодня поговорим с генеральным директором акционерной компании «Алроса» Сергеем Ивановым. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. На прошлой неделе Алроса сообщила о решении наблюдательного совета по дивидендам за второе полугодие 2019 года. Это отличная новость, учитывая, что незадолго до этого на фоне кризиса были некоторые опасения, что компания не сможет выплатить дивиденды. Очевидно, что это решение волновало многих, ведь вклад Алроса в виде дивидендов и налогов – это почти 40% доходов бюджета Якутии. Вот сейчас чего ожидать республике? Решение о выплате дивидендов за второе полугодие 2019 года действительно недавно было единогласно поддержано всеми акционерами компании «Алроса». Прошлый год для компании был достаточно успешным, и мы заплатили уже 30 миллиардов дивидендов и дополнительно выплатим по второму полугодию еще 16 миллиардов рублей. Доля Республики Якутия и алмазоносных провинций около 16 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на, безусловно, бюджетные нужды республики, бюджет который и так пострадал от последствий коронавируса, потому что не только в компании «Алроса» развиваются определенные тенденции с марта этого года, но и по ряду других отраслей. Но эти деньги, я уверен, что грамотно будут направлены на соответствующие нужды бюджета Республики Саха-Якутия. Если говорить про дивиденды 2020 года, то сегодня обсуждение этих вопросов пока преждевременно. Нужно дождаться результатов второго квартала. Мы понимаем, что второй квартал будет крайне сложный для нашей компании, но тем не менее был мощный и хороший квартал, по которому компания осуществила продажи почти на $900 миллионов США. И акционеры летом, соответственно, будут принимать решения по распределению за первое полугодие 2020 года, исходя из той рыночной ситуации, которая будет складываться на середину лета этого года. Но вот сейчас эксперты всего мира активно обсуждают вопрос, каким будет мир после коронавирусной инфекции, а каковы будут последствия пандемии для показателей компании «Алроса». Безусловно, будет крайне серьезное влияние на показатели нашей компании. В апреле-мае продажи фактически близки к нулю. Это выручка по отгрузкам, которые осуществлялись еще в марте. Это буквально десятки миллионов долларов. Влияние пандемии на наш рынок крайне серьезное. До сих пор практически полностью закрыты все ограниченные предприятия в Индии. Даже если они начинают работать через несколько недель, то они начнут работать на 30-40% своей мощи. И запасы, которые сегодня есть у ограниченных предприятий, позволяют им работать без закупок дополнительного товара еще 3-4 месяца. Соответственно, мы ожидаем стабилизацию спросов на алмазы где-то не раньше августа-сентября этого года. Но компания была, собственно, готова к такому сценарию. Мы 2 года назад приняли финансовую политику, мы резко сократили уровень задолженности. В нашем стресс-сценарии предусмотрена остановка продаж на несколько месяцев до полугода. Тем не менее, конечно, такой стресс-сценарий мы не просчитывали, поэтому компания предпринимает дополнительные меры, которые позволят сохранить финансовую устойчивость. Сегодня в компании финансовая ситуация достаточно благополучная, но мы понимаем, что кризис затянется на несколько месяцев, а полное восстановление рынка, по мнению ряда экспертов, может наступить только в конце 2021, может быть, даже в 2022 году. Мы предпринимаем внутри компании ряд серьезных мер по сокращению издержек, по дополнительной гибкости нашей производственной программы и по тому, чтобы мы могли реализовывать алмазы некоторым конкретным покупателям.
А вот Мирнинский район – один из относительно благополучных пока районов по распространению коронавирусной инфекции в Якутии. И, как отметил глава нашей республики Айсен Николаев, это по большей части благодаря помощи компании «Алроса». Вот о какой помощи идет речь и какие конкретные меры были предприняты? Компания инвестировала с начала марта свыше 420 миллионов рублей в мероприятия с противодействию распространению коронавирусной инфекции. Это и поставка тяжелого оборудования, и поставка вентиляторов легких, оксигенаторы, различная защита, костюмы защитные для врачей, СИЗы, перчатки, маски, лекарства, укрепление медицинской инфраструктуры. Благодаря действиям наших руководителей, наших сотрудников, которые четко исполняли все алгоритмы и протоколы, которые были разработаны с начала марта, нам удалось предотвратить вспышку эпидемии в Мирнинском районе. Огромное спасибо властям региона, Айсену Сергеевичу лично, потому что мы с ним в онлайн-режиме согласовывали в марте дополнительные жесткие мероприятия, которые наша компания предприняла с целью не допустить проникновения инфекции в наш район и на наши предприятия. К сожалению, мы не можем контролировать других недропользователей, которые прилетают в Мирнинский район, пользуются услугами организаторы, работают в районе. И те вспышки, которые произошли, они, к сожалению, произошли на предприятиях нефтегазового комплекса, строительных компаний, которые не имеют никакого отношения к «Алросе». Но, тем не менее, конечно, мы понимаем, что инфекция может проникнуть на наши предприятия, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить вспышки. Сегодня и объем инвестиций, и те титанические усилия, которые были предприняты, помогают нам, собственно, быть готовыми к любому сценарию развития ситуации. Ну, вы, наверняка, наши телезрители знают о том, что происходит на Чаенде и других вахтовых поселках. Вот то, что «Алроса» удается не допустить случаев заражения, связано с чем? Это либо относительно небольшое количество вахтовых рабочих, либо это усиленные меры безопасности? Это в первую очередь усиленные меры безопасности и, опять же, действия наших сотрудников, которые понимают, что они подвергают риску, могут подвергать риску жизни не только себя и своих семей, но и всех сотрудников и наших городов. И то, что сегодня компания «Алроса» единственная компания алмазодобывающая в мире, которая не останавливала свои операции в период эпидемии, это заслуга всего нашего коллектива, который четко соблюдал протоколы, которые были установлены нашей компанией. Я знаю хорошо ситуацию и на Чаенде, и на других российских предприятиях. Мы постоянно в контакте с руководителями крупнейших российских компаний и обмениваемся опытом, как не допустить распространения инфекции, особенно на предприятиях, которые работают вахтовым методом. В части наших предприятий это ГДК Верхнемунская, это Нюрбинский ГОК, там, где работает идет вахтовым методом. Мы, во-первых, сразу удлинили сроки вахты, то есть те люди, которые заехали в марте, фактически вот только в ближайшее время они будут меняться. За это время отработали все протоколы, все вопросы, связанные с логистикой, с доставкой, продовольствия, МТР. И организовали самое главное тестирование, возможности тестирования в изоляционных центрах. Параллельно за эти месяцы была укреплена медицинская инфраструктура, создано необходимое количество коек в изоляторах, и сегодня при завозе новой вахты мы размещаем людей на карантин на 2 недели. За это время мы спокойно берем у них вплоть до 3-4 тестов, чтобы убедиться, что мы полностью можем исключить проникновение инфекции. И только после этого они будут допущены в вахтовые поселки. К сожалению, мы видим, что и по другим российским предприятиям, что практически все вахты, которые сегодня меняются на крупных предприятиях, есть люди, зараженные без каких-то симптомов,
которые считают, что они абсолютно здоровы, но самое страшное, что они могут заразить других людей, у которых симптомы могут проявиться крайне негативные, и все это может привести к серьезным последствиям для работы, в первую очередь для жизни людей, жизни коллективов, но и, естественно, для работы этих активов. Пока мы считаем, что те меры, которые мы предприняли, они исчерпывающие, но дальше будем смотреть в зависимости от результатов тестирования. Ну и наше преимущество, то, что мы опираемся на вахтовиков, которые проживают на территории Республики Саха-Якутии, все-таки риск заражения здесь ниже, чем тем людям, которые прилетают с материка. Поэтому здесь мы находимся в более привилегированном положении. Ну, действительно, вы правильно отметили, что регулярное тестирование – это одна из таких лучших мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. А вот хотелось бы теперь узнать о вахтовых рабочих. Вот те люди, которые приезжают из других регионов нашей страны в связи с пандемией, будут ли они заменены местными кадрами? И вот еще один такой вопрос в связи с коронавирусной инфекцией. Нужно ли пересматривать вообще в целом кадровую политику промышленных компаний? Абсолютно с вами, Анастасия, согласен. Вопрос давно назрел. И думаю, что сейчас в условиях пандемии, в условиях вспышек эпидемии на тех вахтовых поселках, которые находятся на территории Республики Саха-Якутия, как раз самое время посмотреть на то, чтобы задействовать как можно больше местной рабочей силы на этих работах. Я знаю, что Александр Сергеевич Николаев крайне активно занимается этим вопросом. Мы тоже отдельно работаем с другими недропользователями по тому, чтобы все-таки они опирались больше на местных жителей. Если хорошо, давайте обучать их, давайте смотреть, какие специальности в дефиците. Нет ничего невозможного. И опыт компании «Алроса», высокотехнологичной, эффективной компании, показывает, что, опираясь на местную рабочую силу, мы получаем массу преимуществ. Поэтому я уверен, что большинство недропользователей, которые сегодня оперируют на территории республики, поменяют свой подход и будут все-таки в первую очередь опираться на местных жителей. Но мы уже с вами говорили о тех показателях «Алроса», с какими показателями «Алроса» останется после коронавирусной инфекции. А вот сейчас хотелось бы еще поговорить о том, как после пандемии будут восстанавливаться добывающие отрасли. Вот какие вы сценарии видите? Во всех отраслях разная ситуация. Опять же, будучи на связи с руководителями крупнейших компаний разного профиля деятельности и добывающих компаний по разным ресурсным группам, у всех ситуация разная. Практически все мы вынуждены оптимизировать наши инвестиционные программы, мы вынуждены реагировать на кризис, но мы понимаем, что фактически заканчивается один суперцикл, когда цены на сырье были достаточно высокими, был огромный мировой спрос. Сейчас в условиях шокового торможения мировой экономики мы понимаем, что спрос на сырье существенно упадет и скажется практически на всех отраслях. Даже те отрасли, которые сегодня не почувствовали сильный эффект пандемии, они, понятно, что почувствуют это с определенным лагом в 3-6 месяцев. Что касается алмазодобывающей отрасли, «Алроса» обладает существенным запасом устойчивости, то, о чем я говорил в начале нашего интервью, и те действия, которые сегодня предпринимает менеджмент по сокращению расходов, по оптимизации ряда направлений, по переносу проектов развития на 3-6 месяцев, чтобы разгрузить влияние кризиса на 2020 году на финансовые показатели компании. Мы понимаем, что рынок алмазов восстановится. Да, это займет от полугода до года, но тем не менее в условиях снижения мирового предложения алмазов, которое сегодня происходит, потому что помимо «Алроса» и компания De Beers и другие компании существенно скорректировали планы производства, потому что алмазов просто не будет банально востребовано мировым рынком в ближайшие годы. Долгосрочно мы видим нашу отрасль крайне устойчивой, потому что люди все равно вернутся к покупке ювелирных изделий с алмазами, люди не отвернутся от ювелирных изделий с природными бриллиантами.
и рынок рано или поздно восстановится, и все равно неизбежен рост цен на природные бриллианты, который точно будет происходить в среднесрочной перспективе. Поэтому у компании «Алроса» все будет хорошо, мы переживем и этот не первый кризис, мы к нему готовы, мы понимаем, что делать. Но, безусловно, негативное влияние в этом году мы, конечно, почувствуем. Да, Сергей Сергеевич, большое спасибо вам за интересное интервью. Будем надеяться, что все наладится в ближайшем будущем. Спасибо еще раз. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» с генеральным директором акционерной компании «Алроса» Сергеем Ивановым. Мы говорили о том, как пандемия коронавируса влияет на алмазную отрасль. Оставайтесь с нами.